С 8 по 10 сентября, то есть через несколько дней, в Чувашии пройдут дополнительные и повторные выборы. В 9 муниципальных образованиях предстоит выбрать 15 депутатов. Говорить об этом будем с заместителем председателя избирательной комиссии Чувашской республики Игорем Михайловым. Игорь Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Вот скажу честно, я поспрашивала своих знакомых, в курсе ли они, что вообще-то в предстоящие выходные в Чувашии выборы. Реакция была такая: какие выборы? Мы же вроде бы всех уже выбрали. Вот давайте, пожалуйста, проясним момент. Кто выбирает и кого нам предстоит выбрать? Я думаю, что большинство жителей Чувашии не слышали о выборах, которые у нас пройдут 10 сентября в этом году. На самом деле это логично, поскольку это выборы дополнительные, повторные. То есть что это означает? Это означает, вот у нас одна компания в прошлом году избирали депутатов, собрание депутатов Ядринского муниципального округа, и на одном округе выборы не состоялись. Это называется дополнительные выборы. В других 8 округах депутаты сложили полномочия в силу различных причин. Соответственно, надо выбирать вместо выбывших депутатов. Поэтому называются повторные выборы. То есть, да, это же единый день голосования. И в общей сложности, получается, в 9 муниципальных образованиях у нас проходят дополнительные выборы, где смогут принять участие порядка 17,5 тысяч избирателей. Это составляет порядка 2% от общего числа избирателей по республике. Поэтому эти выборы затрагивают, скажем, не всех жителей Чувашии. Это понятно. Поэтому, вот, может быть, такая менее осведомленность наших жителей о предстоящих выборах. Сейчас все-таки постараемся повысить осведомленность. Вот все-таки как узнать жителям, нужно ли им в предстоящие выходные идти на избирательные участки? И где можно, например, посмотреть информацию, за кого мы голосуем, то есть о кандидатах каких-то? Ну, здесь, наверное, у всех уже есть доступ в интернет. Можно через телефон, можно любым гаджетом воспользоваться, посетить сайт избирательной комиссии Чувашской республики. Там у нас есть баннер «Дополнительные повторные выборы». Там указан перечень выборов, указаны наименования округов и границы округов. То есть, условно говоря, например, в том же Ядринском муниципальном округе не все жители Ядринского округа будут участвовать на выборах, а только те жители, которые зарегистрированы в границах 2 округов. Для этого можно посмотреть схему размещения округов, и уже избиратели поймут, попадает ли населенный пункт или улица в эти границы. И, соответственно, если хотите узнать побольше о кандидатах, все сведения относительно кандидатов, информация, фамилия, отчество, субъект выдвижения, биографические данные в минимальном количестве, они размещены на сайте. Эта информация находится в свободном доступе. На этих выборах выдвинулось 81 кандидат, было зарегистрировано 70 кандидатов. Из них 60 кандидатов – это представители 6 политических партий. В последующем, после регистрации, многие кандидаты отказались, некоторые кандидаты отказались от участия. На сегодняшний день в выборах принимают участие 59 зарегистрированных кандидатов. В принципе, в среднем это получается 4 кандидата на одно вакантное место. Довольно конкурентная кампания. И в 5 муниципальных образованиях будут использоваться дополнительные формы голосования. Я прочитала выездное голосование, в том числе с использованием автобусов. А вот этот формат, он для кого? Этот формат, в первую очередь, для жителей тех населенных пунктов, где отсутствует помещение участковой избирательной комиссии и трудное транспортное обеспечение. То есть территориальные комиссии заранее определили эти населенные пункты. То есть это какие-то небольшие деревни, где-то там по 30-40 условно домов. Заранее территориальные комиссии определили эти населенные пункты. Информация о них, опять же, размещена на страницах территориальной комиссии и на нашем сайте. То есть указано время, условно 8-9 сентября, промежуток временной, с какого-то по какой-то часы приедет территориальная комиссия. Где-то это большие автобусы, где-то это просто автотранспорт. И голосование будет проходить, условно, там, в каких-либо общественных помещениях. Условно говоря. То есть члены комиссии приезжают с информплакатами, все по-строгому, с переносной избирательной урной, с информационным плакатом о кандидатах. То есть все по правилам. Это как бы такая адресная работа с избирателями, чтобы они, условно, находились дома и смогли проголосовать и выбрать того или иного кандидата. Это не означает, если человек не успел в это время проголосовать, в любом случае у него остается возможность прийти на избирательный участок. Я обращаю внимание, что у нас будет многодневное голосование. Мы будем голосовать 3 дня, 8, 9 и 10 сентября. А если по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам ему сложно избирателю прийти на участок, он сможет пригласить членов комиссии домой. Это так называемое голосование вне помещения, либо, как мы говорим, голосование на дому. Эта же форма сохраняется.
Поэтому, А это нужно как-то заранее было сделать? Это можно сделать и в данное время, и в субботу, и в пятницу, и в воскресенье до 2 часов участковая избирательная комиссия принимает заявки для голосования на дому. До 14 часов 10 сентября. То есть нужно могут просто быть обратиться в участковую либо свою устно, либо по избирательную. телефону, либо через соседа. То есть любым способом член участковой комиссии запишет фамилию, почту и адрес избирателей. И, соответственно, к нему в обязательном порядке приедет комиссия. И он сможет реализовать свое конституционное право. Если человек живет в населенном пункте, куда приехал автобус, но он действительно его не был дома, не заметил там, и так далее, он сможет подойти, получается, на избирательный участок? Нужно как-то регистрироваться дополнительно? Нет, ничего регистрироваться не нужно. Люди, которые имеют, в простонародье говорим, прописку или адрес места жительства, да, если говорить о юридическим языком, в границах избирательного округа, сведения об этом избирателе уже указаны в списке избирателей. Ему нужно просто взять паспорт и либо прийти, либо пригласить членов комиссии домой, если по уважительным причинам у нее не получается прийти самостоятельно на участок. И еще, что в этот раз, впервые в нашей республике пройдет голосование с использованием дистанционного электронного голосования. Вот проголосовать я тоже читала, что могут только те, кто до 4 сентября включительно зарегистрировался через портал госуслуг. Сейчас это большой процент избирателей? Да, начиная с 24 июля по 4 сентября те избиратели, опять, которые имеют право голосовать и участвовать на выборах, могли воспользоваться правом принять участие в голосовании через ДЭК. Мы говорим дистанционное электронное голосование. Для этого они должны были подать заявку через портал государственных услуг. По тем данным, которые мы сейчас на сегодняшний день имеем, этим правом воспользовались чуть менее 3000 избирателей. От 17 680 избирателей. То есть в процентном соотношении, я думаю, это один из самых, наверное, даже высоких показателей по России. Но в первую очередь мы связываем это с тем именно с адресной работой. То есть средства массовой информации. Хочу выразить благодарность журналистам, телевидению, печатным СМИ, которые очень широко освещали возможность использования ДЭК на выборах. Соответственно, это адресная работа органов местного самоуправления, органов государственной власти, которые широко информировали о возможности. Но мне кажется, это и интерес стороны избирателя, особенно молодого поколения, которые привыкли работать с гаджетом. Мне кажется, все это вкупе, наверное, сыграло такую роль в большом количестве людей, которые изъявили желание поучаствовать в ДЭК. Но, обращаю внимание, это только первый этап. До 4 сентября люди подали заявку, Соответственно, территориальная комиссия ДЭК в Москве, она формирует список этих избирателей на исключение, передает эти списки в территориальной комиссии, и в территориальных комиссиях этих людей исключают из списка избирателей. Соответственно, они не смогут проголосовать на участке. Абсолютно верно. Поэтому и второй этап, это избиратели должны, начиная с 8 утра 8 сентября до 20 часов 10 сентября проголосовать у себя дома, находясь в любой точке страны. Самое главное, чтобы был доступный интернет и была устойчивая связь. То есть это еще второй шаг, который необходимо сделать. И я призываю тех избирателей, которые подали заявки, не забыть проголосовать с 8 по 10 сентября. Отличие возможности голосования ДЭК от голосования через бюллетень – это возможность проголосовать круглосуточно. Можно в час ночи, в 3 часа ночи. А если хотите проголосовать обычным образом, то у нас комиссия работает 3 дня, но с 8 до 8 вечера. Вот в этой части есть, конечно, отличие. Ну что ж, пригласим жителей республики на выборы. Хотели бы вы обратиться, что-нибудь сказать избирателям нашим? Уважаемые избиратели, всех призываю принять активное участие на выборах. Напоминаю, что голосование у нас состоится 8, 9, 10 сентября. Мы с вами будем выбирать депутатов, собрание депутатов муниципальных округов. Мне кажется, очень важно, чтобы депутаты, если вы их изберете, они защищали ваши интересы и решали местные проблемы. Приходите на выборы. Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, мы беседовали с заместителем председателя избирательной комиссии Чувашской республики Игорем Михайловым. До свидания.